привет из солнечного Крыма. 5 мая, Пасха. Вечерний заезд на кофеек в Феодосию. Ветер. Второй день холодно. Плюс 18, но ощущается как плюс 15, плюс 14 с ветром. В общем, у нас, да, вечер заезда. На набережную Феодосию. Сегодня ясно, так солнечно, так тепло, блин. Ну так ветрено, собака. Замахал этот холодный ветер, блин. Когда он уже уйдет от нас? Уже должна быть весна стабильно теплая. Ну была, да, недели 2 была в апреле. Прям было, да. Ну, периодически ветер был, но как бы все равно не так. Так что такие делишки. Сегодня выходной вообще. Сейчас направо и в горы. Сегодня я налегке, без рюкзака, без ничего вообще. Налегке чисто. Сегодня даже пришлось одеть под штаны, как они там называются, кельсоны, не кельсоны, ну да, вроде кельсоны, да, ну такие тепленькие, типа как подштанники. Вот, сейчас, секунду. Во-первых, свет надо выключить. Это раз. Снять свет надо. Коля включился. Свет сняли. Погнали в Феодосию на кофе. Кто ездит так за кофе на кофе, как я, ставьте большой палец вверх. Да. Не, а я люблю так, куда-то еду, либо посередине где-то маршрута кофе пью, либо в конце уже. Вот в Ялте я люблю в конце пить, либо посередине, смотря в какую сторону еду. Если еду в сторону Семииза, я люблю пить кофе в Воронцовском дворце. А если я еду в сторону
Гурзуфа, например, Партенита, то я тоже люблю там пить кофе, потом еду назад, еще раз пью кофе уже на набережной. Ну, то есть могу 2 раза выпить. Как бы так. Ну, вообще где-то да. 2 раза в день где-то я кофе выпиваю. Эллинги проезжаем. О, трясучка. Кто-то смотрит на море, такой думает, нифига себе море. Штормит море. Фотосессии. Вот тут целый табер. Шашлычок, бурундучок. Тут тоже с палатками. Мне бы наверх надо подняться. Может, они спят, а я тут езжу их, тревожу. Все может быть. Может, у них тихий час. Я тут врубил музон. Море сегодня такое синее-синее. Вау! Синее-синее. Красота. А еще я люблю вот в Ялте, когда езжу там, например, еду на Айпетри. Ну, это, естественно, не летом, а вот зимой, осенью или там весной. Вот.
Беру с собой термос с чаем. Поднимаюсь на самый верх к зубцам. Там местечко у меня такое есть одно. Козырное такое именно. Мое. Вот. И я там падаю, выпиваю чаек. Кружка, две там. И потом, короче, еду. А потом еду назад. На спуск уже. Я обычно на Петре по вот этой дороге еду, которая основная. Вот. Ну, где машины ездят все. А спускаюсь потом по тропе Ягодка через лес. К Голубому озеру, там вообще красота. Так вот. Назад спустился, уже все. Выехал на Гаспро, потом с Гаспро на Арианду, с Арианды на Ливадию, потом в Ялту. И в Ялту на набережную приезжаю уже. И в какой-то кафешечке беру кофеечек, падаю и, короче, на чили, на расслабоне отдыхаю. Так кайфово вообще. Вот. Так что вот такие делишки. О. Или там, если на Массандру еду, там есть дорога на, как еще называется этот, там погранзастава, ну типа как эти лесники там себе сделали такое место, чтобы никто не ездил на Романовское шоссе поверху, чтобы никто не ездил. Как что место называется, забыл, блин. Ну и я, в общем, туда езжу, поднимаюсь, там где-то высота где-то метров 600-700. Вот, поднимаюсь тоже, спускаюсь потом на Массандровский пляж, заезжаю, там выпал кофеечек, да, шикардосно. Кофе бахнуть после такой нормальной, после нормального заезда, скажем так. Ля-ля-ля-ля, а мы тем временем продолжаем подниматься наверх. А я не спешу. Время как бы, ну, вечер уже, да, 6 часов. Но все равно мы должны спешить. Успею приехать домой. Чтоб прям не до темна, да. Но все равно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вау! Да, сегодня, блин, тоже, как и вчера, холодина. Хоть и солнечно. Даже вот пешком, блин, идешь и прохладно. Ощущается прохлада. Ну что, сейчас будем подниматься.
зови меня на плохую покатушку. Хочу поехать на тропу Грина, там сейчас зелено так все. Я ездил месяц назад, там еще было так все серо, уныло. Но самому, конечно, туда ехать как бы нормально, но там лес, там могут быть и кабаны дикие. Надо брать с собой этот мачету. Отбиваться от кабанов. А то они такие, да, кабанчики. Но вообще они не нападают там, типа, просто так. Они вообще боятся даже, когда видят людей. Или просто спокойно стоят там, спокойно к этому относятся. А есть лисицы. Если лисицы боятся людей, а есть нет, если наоборот станут и будут смотреть на вот тебя, или могут подойти даже, типа, эй, чувак, поесть есть? Дай типа что-нибудь поесть. Да, они ж как бы дикие, вот, им как бы все равно. Ну, если собаки бездомные не боятся, то что диким животным, таким как лисица или там дикому кабану или кому-то там еще, боятся? Им вообще по барабану, блин, то что там как. Так что сегодня забрал очки с дека Julba Photochronic, модельный ряд 2023. Типа одни из последних моделей Photochronic 03 линза. Ну вот сейчас в них еду, вроде видно отлично. А как вот сидят, еще особо не рассмотрел. Нет, так сидят под шлемом удобно, комфортно. Сейчас там станем, сфотографируемся и посмотрю, как оно на фотографии. Но они, конечно, по форме чуть меньше, чем те, которые я потерял. Те, которые я потерял, блин, вообще, блин, они прям такие крупные, прям линзы. А эти чуть поменьше. Но все равно, как бы, нормально тогда, я думаю, смотрятся. Ну а те жду, да, может все-таки отпишутся, чтобы поступило на склад им. Может, те возьму. Просто они мне прям впали в душу, блин, классные очки, да. Необычные, блин. Оп-оп-оп-оп.
Оп. Ну и модель там другая. Ну а тоже Julba реактив, но модель чуть другая. Я имею в виду, называются Julba, и там это Fury у меня. А те как-то уже не помню, как называются. Fury, Мюри. О, погнали. Вот ты любишь по горам ездить, да? По горам, по тропам. Не, это кайф вообще. Просто на обычном велосипеде ты так не сможешь. А на электрическом вообще кайф. И бесшумно. Ну, то есть это никакого практически звука от мотора нету. Так, только чуть-чуть, вообще чуть-чуть слышно, что мотор помогает. Только слышно музыку. Вот. Так что как-то так. Опа! О! Здесь станем, да. Здесь я всегда останавливаюсь. Ну, подъем этот минут, по-моему, 15 я уже замерял. Минут 15-20, где-то так. Так что как-то так. Нет, тут я заезжал летом, когда ты в шортах, в майке, в футболке, на легке. А когда ты в куча одежки, тебя она сковывает. И ты нормально ехать не в состоянии. Вот. А когда ты одет налегке, то оно и легче везде заезжать. А так ты, блин, пыхтишь, кряхтишь, эта одежка сковывает все это движение. А так я там всегда летом стараюсь заезжать на том повороте. Камни. Оп. Оп. Поднимаемся наверх. Прогрызаем дорогу. Блин, что-то тут нападало столько камней, вроде не было здесь столько. Откуда они взялись? Эти камни все. Опа. Вот и поднялись. Красота.
А время 18:36 уже. Надо поторопиться. Что такое? Фото. А ну-ка. Ну да, прикольные очки. Тоже как бы. Прикольные. Но все равно те очки будут, конечно, поинтересней. У них больше линза. Ну ладно, поездим в этих очках пока. Вот мы почти поднялись на самый верх. Да, прохладненько, надо шапочку одеть. Уши мерзнут что-то. Капец, да, в мае месяце. Ну а что, да, погода такая, 15 градусов, это как бы прохладно так для велосипеда. Одеваться надо. Да. Тут ездил на квадроцикле или на машине. На машине бы вряд ли сюда проехали, а на квадроцикле, да. Сейчас вот еду, линзы затемнились, так как солнце. А потом ближе, когда солнце сядет, уже будет, когда темновато, они потом поменяют цвет и будут прозрачные. О! Линзы, фотохромные линзы. Надо уже спускаться в Феодосию. Да, сейчас шапочку надо одеть, блин, ну в баню, блин, мерзнуть. О, а тут тихо сейчас, ветра нету, кайфово. Ой. Староримская дорога. Вид на торпедный завод, Эллинги, Орджоникидзе часть, Карадах. Виды огонь. Я же говорю, сейчас градусов уже 16 где-то, а если ветер, то не 16, а целых 15-14. На квадроцикле тут еще проехать можно, а вот на машине все уже, как и джип-туры теперь будут ездить летом в эту сторону. Облом, да, они теперь будут
по дороге ехать, по асфальту. А здесь такие виды бомбезные. Поэтому надо не джип-туры, а велотуры. Горные велосипеды. Все, поднялись, спустились. Вот это да. И спорт, и красоты, и все. А джип-тур, что ты сел, и тебя везут, и ты едешь, смотришь по сторонам. А вот велотуры это уже куда интереснее. И здоровье, и экстрим, и где захотел стал. Ну, понятно, что ты едешь с компанией, там все это организовывают, он там все. Ты в любом месте, конечно, не станешь. Но все равно, мне кажется, велотуры куда интереснее, чем джип-туры. Но правда, велотуры не все же смогут подняться, например, на гору. Вот это да. Тогда уже надо электротуры, электровелотуры. Вот эта тема, да. Новая тема. Но это заниматься надо, это, во-первых, купить надо такие велосипеды, их обслуживать, все это, то есть люди приехали там, захотели вот электровелотур поехать, все, ты им предоставляешь там 5 велосипедов, 7, и все, и вот они едут. Но все равно это кто? Это молодежь только там, ну там до 40 лет, грубо вот говорят так. А такие уже после 40, им эти велотуры 300-летние, они там. Не, да, все равно джип-туры должны быть. Если человек, ну, по состоянию здоровья, он не в состоянии проехать, подняться, там все это. А джип-тур, что сел, и тебя везут. Ну, все равно, да, должно быть такой вот раз. Есть желающие, все, погнали. Такой экстрим. Как-то в Ялте хотел знакомый такое сделать, но он думал, говорит, это надо с ними постоянно ездить, а если они сами захотят, это надо там права, все, ну, типа как велопрокат, типа того. Ну и, короче, он там размышлял, думал все это, и, короче, так у него ничего и не получилось. В итоге он сейчас куда-то там уехал в какую-то сторону по делам, и пока не там. Так что частный сектор Феодосия. Кто-то едет на машине сюда, а мы туда, а он сюда.
Брестской крепости спускаемся. Солнце. Давай, смотришь, ехать ему или ехать. Солнце, блин. Солнце слепит. Что он стоит? Едет, не едет? Вроде нет. Никого, нету никого. Так, тихо. Тихонечко проезжаем. Гудини, Мальвини, Гудини, Мальвини. Ну вот почти мы на набережной. Будем пить кофе. Народу полно. Объедем. Можно и объехать. Выехать там. Объедем всех их. Здесь свернем направо. Да нет тут так народу. Собак давят, собак давят. Собак давят.
Нет, так народу нормально собралось сегодня. Темною водой темною водой вечно молодой, вечно под чем-то. Тетя Мотя. Погнали. Обгоним. Конечно, обгоним. А чё нам? Алло, не бойся. Тут дорога побитая. Нам направо здесь. Нам направо и дальше за кофе. А сегодня шторма нету. На удивление. Ну так, чуть-чуть есть, но так, как бы совсем чуть-чуть. Чуть-чуть штормит. Не дают нам вдоль моря проехать. Чуть-чуть штормит. Но люди так есть, да. Сегодня есть народ. Гуляют.